Құрметті төраға, мен Ақ жол фракциясы бұл заң жобасына қарсы дауыс береді, және де не үшін осындай біз осындай шешімге келгенімізді түсіндіріп айтуды жөн көрдік. Осы заң жобасына Ақ жол партиясының депутаттары кәсіпкерлерге салатын аса ауыр айыппұлдарды 3-5 есе азайту туралы бірнеше түзету ұсынған болатынбыз. Өкінішке орай, не жұмыс тобы, не мәжілістің бюросы, яғни барлық басқа фракцияларда осы айыппұлдарды қазіргі демек ауыр көлемінде қалдыруды қалады. Депутаты Демпартии Ақ жол при обсуждении данного законопроекта направили ряд поправок по сокращению в 3-5 раз несоразмерно тяжелых для предпринимателей штрафов. К сожалению, партия власти на рабочей группе и другие фракции на бюро Мажилиса, ссылаясь на мнение госорганов, выступили за сохранение нынешних огромных штрафов. Аргументы простые, что штрафы нужны для профилактики нарушений и для защиты интересов потребителей. Между тем, за время обсуждения этого законопроекта во фракции «Жол» поступили обращения от более 2000 предпринимателей с просьбой о снижении штрафов и с объяснением о том, что их несоразмерность служит не для профилактики, а для вымогательств. Потому что магазину проще отдать проверяющему 100 тысяч тенге, чем платить 700 тысяч за ошибку в ценнике, например. Поэтому неадекватно огромные штрафы сегодня стали использоваться не для профилактики, а для шантажа бизнеса. Только вчера на телеграм-канале Егов Пресс выложили голосовые поручения полиции, чтобы на каждом участке оформляли не менее 200 протоколов по разным статьям этого самого КоАП. Вот наглядный пример, как используются такие несуразные штрафы. И сегодня 80% поправок в законы носят репрессивный характер. Штрафы, штрафы, штрафы. Наши чиновники забыли, что государство должно не только штрафовать, но и подсказывать, что регуляторная политика включает не только наказание, но и стимулирование. А когда ссылаются на защиту потребителей, то рассуждают как небожители, которые живут в другом мире и не знают, как работает малый и средний бизнес. Если у магазинчика у дома дневная прибыль 30-50 тысяч тенге, а ему предъявляют штраф 100 тысяч тенге, то откуда, по-вашему, возьмет эти деньги? Только повысив цену на свои товары и переложив этот штраф на покупателей. Особенно, когда такие штрафы становятся постоянными, а предприниматели сообщают именно об этом. Поэтому несоразмерно огромные штрафы на самом деле не защищают потребителей, а раскручивают инфляцию в дополнение к слепой политике Нацбанка и скачущему курсу доллара. Нужен баланс, соразмерность наказания и тяжести поступка. Это один из главных принципов права. Профилактика нарушений и защита потребителя работает только тогда, когда штрафы соразмерны тяжести нарушений, а не когда за ошибку в ценнику на картошку ценой 200 тенге штрафуют на 200 тысяч. Если за некачественный товар не просто штрафуют, но и изымают его с продажи. А у нас процедуры отзыва и изъятия не работают, уважаемые проверяющие, о чем мы говорим с 2018 года. Вы вымогаете под видом штрафов, а некачественные товары остаются в обороте. Отсюда и требования молодежи, Жаңа Адамдар, против просроченных товаров. Мне за вас стыдно, господа чиновники Минюста, Минторговли, Минздрава и других министерств. Выйдите хотя бы раз из теплых кабинетов, встаньте на место предпринимателей того же потребителя. Вы строите какой-то штрафстан, а фракция «Ак жол» предлагает строить нормальную и сбалансированную рыночную экономику. И мы будем ставить такие предложения снова и снова, пока не добьемся правильных решений. А сегодня фракция «Ак жол» голосует против этого законопроекта. Благодарю за внимание.